Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость, российский политолог, научный сотрудник исследовательского центра Бориса Немцова в Праге Александр Морозов. Александр, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, наши слушатели. Тема нашего сегодняшнего разговора – это нападет ли Россия на Украину. Вот есть факт. Россия сосредоточила на границе с Украиной большое количество вооруженных сил. Называют разные цифры, около 100 тысяч человек. Это очень много. И многие считают, что это означает предвестие новой войны, большой войны. В принципе, между Украиной и Россией война идет все время, но это большая война. С другой стороны, мы помним, что весной Россия тоже сосредоточивала на границе с Украиной, по-моему, примерно такое же количество войск. И тогда многие тоже говорили, что вот это пролог, это начало вторжения широкомасштабной операции. Этого не произошло. Вот как теперь, если и оперировать только этими двумя фактами, что из них следует? А может быть, есть какие-то другие факты? Есть какие-то косвенные признаки того, что ответ таков или противоположный? В первую очередь надо сказать, что фактом является, не то, что будет война, а фактом является то, что Кремль в нынешней ситуации поддавливает. Это, с одной стороны, напоминает ситуацию, которая была в марте-апреле, действительно с этим накапливанием войск. Но сейчас даже это приняло уже характер и такой публичной риторики, потому что Владимир Путин, выступая на коллегии МИДа, это многие откомментировали и заметили, сказал, что нам нравится держать, наших западных партнеров, в кавычках, в напряжении. Собственно говоря, военная группировка на российско-украинской границе, которую держит Путин, наверное, те данные, которые были опубликованы о том, что с сентябрьских учений, Запад совместных российско-белорусских учений, некоторые российские части не вернулись на места своей дислокации, а были передвинуты сюда, на российско-украинскую границу. Я думаю, что если это так, то в таком случае такой жест надо трактовать только однозначно. Значит, Кремль – это демонстрация некоторая, это демонстрация. В первую очередь, конечно, это демонстрация и для Украины, и для Соединенных Штатов, но и демонстрация, конечно, и для ближайших соседей в Центральной Европе, для которых не может не беспокоить нарастание конфликта на российско-украинской границе. Значит, будет ли война, если коротко ответить? Но понимаете, мы должны же исходить не из, алармистского такого предсказания, а из сценарного мышления, поскольку аналитика предполагает сценарии А, Б и С. И ситуация такова, что, по сценарий С, да, то есть, это сценарий действительно военных действий, его нельзя теперь исключать. И это понимают все военные аналитики, потому что мы видим совокупность 5-6 обстоятельств, которые резко изменили вообще структуру конфликта. Потому что, первое, разрушился нормандский формат де-факто, и это все констатируют. Он примерно уже, больше чем около года уже находится, в кризисе, а сейчас, в конце года, Кремль прямо довольно, жестко, да, это обозначает. Лавров опубликовал переписку, вызывающий шаг в отношении партнеров по нормандскому формату. То есть это такой разрыв. Кремль публично подчеркнул, что он не будет встречаться с Зеленским уже до конца его каденции. Да? Это одна сторона. Вторая сторона. Очень успешное в этом году украинско-американское сотрудничество, в том числе и в военной сфере. Для Кремля это все очень болезненно, безусловно. И с третьей стороны, Беларусь, это еще один фактор, потому что Киев не без оснований боится того, что Лукашенко, точно так же, как он использовал кризис с мигрантами
разыграл его. Точно так же он может, в общем, разыграть и конфликт на белорусско-украинской границе в своих интересах. Одним словом, вот эти факторы, плюс еще несколько факторов, они образуют чрезвычайно опасную ситуацию, которая, да, может привести к той или иной форме вооруженного конфликта. А вот давайте поговорим о Беларуси. Вы уже ее упомянули как один из факторов. Я вот посмотрел, что и прогнозы, скажем, начальник украинской разведки говорил, что да, вот мы опасаемся удара, он может быть, и в том числе через Беларусь. И Bloomberg тоже писал аналитику, где написал, что значит удар по Украине возможно и через Беларусь. Вот как вы оцениваете эту возможность с учетом всех обстоятельств, с учетом всех особенностей Лукашенко? Да, он сейчас, в общем-то, тоже как бы вышел из нормандского формата, он фактически занял полностью позицию российскую. Он это и в Кремле говорил, когда с Путиным встречался, что вот Зеленский пусть встречается с ДНР, ЛНР. Потом целый у него был каскад, значит, заявлений, что вот там НАТО создает базы, мы не можем этого терпеть. Но при этом, вы помните, что он говорил? Русские, дайте нам С-400. Но С-400 это, в общем-то, оборонительное. То есть, в принципе, С-400 можно даже, может, до Киева добить. Но, в общем, С-400 на это не приспособлен. Вот. А вот как раз насчет войск, насчет базы, тут уже и сам Лукашенко, и вот буквально пару дней назад министр Хренин сказал, что нет, нет, мы братья, мы все будем, все НАТО порвем в клочки, так сказать. Но вот баз нам не надо, баз спасибо. Вот. И вот в этом смысле, вот там войска стоят, их 100 тысяч стоит. Предполагать, что завтра, ну я не знаю, 100 тысяч, вот, что Лукашенко 100 тысячам или 50, 10 позволит все-таки зайти, это же определенная логистика, ну и определенная политика. Вот я говорю, сейчас он говорит, так очень щеки надувая, да, мы там покажем этим украинцам, но С-400, дайте С-400, С-400 у нас останется, хорошая штука. Вот. А мы типа будем украинские истребители сбивать. Можно подумать, армады их летят на Минск. Так вот, понимаете, тут ведь такая штука. Вот мы с вами, так сказать, политические аналитики, можем сказать, да, может быть так, может быть. Но вот сидит в Киеве Зеленский, и он думает, мне солдат перекидывать на север, мне распылять свои силы, мне строить там оборонительную линию. Вот это для меня сложная проблема. Вот что ему делать? Ему делать, не нам с вами, а ему. Да. Ну, надо сказать, что все-таки, так сказать, не хочется прогнозировать плохого и, как бы сказать, подсказывать, как сделать еще хуже, но ситуация следующая, что представим себе на секунду вовсе не вооруженный конфликт, а мелкую провокацию, скажем, ту, о которой вот только что я прочел статью Элизабет Броу, это такой признанный специалист по вооруженным конфликтам в серой зоне, так называемой. У нее монография вышла на эту тему в этом году. Понятно, что бывают прямые конфликты вооруженные, и, соответственно, страны, которые должны реагировать, имеют возможность участвовать и реагировать однозначно, агрессия и так далее. Но есть большая серия конфликтов в так называемых серых зонах, то есть там, где непонятно, кто и как должен нести ответственность и за что, и вписываться, так сказать, на какой стороне. И вот тут есть такой вот, она пишет в этой статье, как бы, что представим себе, что один польский пограничник все-таки погиб. Какой здесь должен, во время миграционного конфликта, да, вот в ходе этого противостояния, какой должна быть реакция дальше НАТО на это? То есть один солдат – это уже достаточно для того, чтобы начинать военные действия, или все-таки в этой ситуации НАТО должно идти на урегулирование, или какой-то другой порядок действий? Это не очевидная вещь. Да, конечно, есть разные статьи, так сказать, договора, но применительно вот к этим серым ситуациям, когда нет прямого нападения, так сказать, на страну члена НАТО, как тут действовать, чтобы это было соразмерно?
У нас тут ситуация еще хуже. То есть, условно говоря, если гибель одного украинского военного на украинско-белорусской границе, что она вызовет? Ох, это достаточно сложная история. Во-первых, потому что Лукашенко, как я понимаю, уже даже привлек как бы к патрулированию границы каких-то там российских, я не знаю, пограничников или что-то в этом роде. Я видел такое сообщение. Ну, это пару самолетов пролетело. Да. Лукашенко на этот... Там тоже довольно сложная игра. Лукашенко сказал, это типа я вызвал. Значит, что в Кремле сказали нет. Ну да. Типа это не такси. Вот, наши стратегические самолеты. Да. Мы сами летаем по своим схемам и так далее. Так что тут... А вот что касается войск, ну, я не знаю. Вот у меня все-таки к вам вопрос. Вот именно сейчас. То есть понятно, что тренд, скорее всего, все-таки Лукашенко будут, по крайней мере, пытаться заставить как-то, в общем, принять российскую инфраструктуру. Но кризис сейчас, военный кризис сейчас. И вот сейчас возможна какая-то угроза? Нет, Ну, да, нет, если так... большие силы перебросить невозможно вот просто на Нет, самолет. да, понятно. Если прямо отвечать на этот вопрос, то, конечно, никто и на самом деле как бы сценарий А, так сказать, а не сценарий С, он сводится не к тому, что готовится к задействованию этой большой военной группировки. Нет. Речь идет о том, что вот скорее всех беспокоит возможность мелкой провокации, которая требует реагирования, это первое. И второе, конечно, помимо, так сказать, движения войск, да, существует опасность провокации, не просто приграничной провокации, а, скажем, какого-то массированного ракетного удара. Я об этом написал что-то не так давно, что мы продолжаем часто мыслить как бы в категориях ну, большой войны, которая здесь не только не может быть, а скорее всего она и не нужна никому. И вряд ли кто-то, ни с одной стороны, никто не выступает ее сторонником, ну, за исключением, может, каких-то безумных публицистов в Москве, там, в круге Александра Проханова, но что касается даже московских как-то аналитиков, и я не сомневаюсь, как бы и военных аналитиков, никто не предлагает оккупировать Украину или те опасения, которые часто высказываются там относительно того, чтобы отрезать там Мариуполь, там что-то такое там с целью там обеспечить водой Крым военным способом. Нет, речь об этом не идет. Но при этом, во-первых, да, возможно, мелкая провокация, которая потребует реакции, и в том числе приведет к дальнейшей милитаризации, потому что все должны будут в этой ситуации подвинуть еще дальше свои части и повысить еще боеготовность. А это открывает дорогу, так сказать, к следующему этапу, неизбежно. И второй момент, вот этот вот плохой сценарий удара по украинской военной инфраструктуре, надо сказать, что она, так сказать, как-то висит в воздухе, потому что Кремль, ну, несомненно, значит, считает, что перевооружение украинской армии как бы вышло за красные линии. И с точки зрения Кремля, это мы хорошо видим, Украина как бы де-факто уже в НАТО. То есть, да, это, конечно, сам Путин сделал своими руками. Не надо было аннексировать Крым, развязывать войну в Донбассе в 2014 году. За 7 лет ситуация дошла до того, что, да, Украина, конечно, так сказать, значительно там повысила свою боеготовность, расширила военное и военно-техническое сотрудничество с европейскими странами и с НАТО. Но фактом является то, что для Кремля, если представить себе его мышление, это один из самых главных вопросов, самый страшный, потому что Путин все эти годы, там 15 лет, он постоянно говорил одно и то же, что вот расширение НАТО на восток, это главная для нас угроза. А эта угроза мистифицирована очень сильно вообще, так сказать, в московском политическом языке и дискурсе. Она выдвинута на первый план. Все знают прекрасно это выражение, здесь были бы солдаты НАТО. Значит, и вот эти солдаты НАТО, они теперь очень близко приблизились. В этом смысле у Путина, конечно, возникает искушение как бы, показать, продемонстрировать, что Кремль этого не допустит. Но пойдет ли он на это? Конечно, большой вопрос. Я бы сказал, что даже не так и велика вероятность, потому что все-таки существует, несмотря на весь, так сказать, конфликт, во всяком случае еще некоторые не до конца доведенный трек переговоров с Байденом.
На это многие обращают внимание и делают ставку, и говорят, что ну, все-таки Путин в той или иной мере как бы ждет еще, что будет продолжение диалога. Может быть, это остановит, но может быть и нет. Почему? Потому что, посмотрите, ведь эти слабые сообщения о том, что после встречи Байдена и Путина там началось кое-какое там сотрудничество в сфере кибербезопасности и какие-то разговоры о стратегическом, значит, о диалоге по стратегическим вопросам, э, они очень мало чем подтверждены. И Путин, несомненно, хорошо видит, что Байден и его администрация очень четко и очень как бы конкретно стали действовать в рамках вот этой концепции сдерживания диалога, так сказать, через дефис. Вот, потому что мы видим четкие жесты, так сказать, со стороны американцев. При этом они, значит, говорят, что они готовы к диалогу, если Владимир Путин, ну, что-нибудь сделает хорошее, так сказать, что обозначало бы, да, обозначало бы готовность к этому диалогу, а не просто будет продолжать вот одну и ту же риторику, значит, к которой он прибегает на всех встречах с западными лидерами, и которой уже никто, так сказать, с которой никто уже не хочет иметь дело. Но Путин что-то у нас пока, я не вижу, чтобы он начинал делать какой-то ясный шаг, потому что нет этому свидетельств. А если так, то в таком случае у Кремля по-прежнему развязаны руки для того, чтобы продемонстрировать, так сказать, свою безбашенность. Да, такое странное слово. В Кремле башня, а безбашенность... Да, безбашенность башен Кремля. Да, безбашенность Кремля, да, вот так, да. Да. Вот такая картина. Александр, у меня вот такой вопрос. Вы уже сказали вот в начале нашего разговора, что нормандский формат фактически мертв, Минские соглашения фактически мертвы. Они соблюдаются де-факто, границы, которые... Но это де-факто. В общем, как бы величественные, скажем так, планы Кремля, которые были, что мы типа впихнем Донбасс, ДНР, ЛНР в Украину и получим золотую акцию. Такие красивые, так сказать, мечты. Ну, они, в общем-то, по крайней мере, остаются мечтами, если не вообще накрылись медным тазом. Это вопрос. Почему Кремль не признает ДНР? То есть предложение, по-моему, референдум, ну, при всей его условности, в 2014 году был, то есть предложение есть, пожалуйста, примите нас. И как бы тогда это был бы, ну, казалось бы, вот в рамках того, если нормандский формат мертв, если минский формат мертв, то почему? Это инерция. Потому что если бы они это сделали, вот тогда можно было бы сказать с очень высокой вероятностью, если не со 100%, что как бы они пойдут наступление. А так, почему они этого не делают? В рамках их логики. А честно говоря, на мой взгляд, отчасти это статичная группировка, которая держится на границе с Украиной. Она ведь, возможно, и держится не на случай, так сказать, нападения на территорию Украины, а на случай того, чтобы при политическом решении Путина значит, присоединить то, что называется ОРДЛО, да, как бы, то есть как бы вот эту совокупность ЛНР, ДНР, присоединить к России не просто, так сказать, де-факто, а де-юре, она, эта группировка, она бы это и осуществляла. Надо сказать, что, на мой взгляд, сейчас, вот так, то, как складывается ситуация, там, год назад или два мы бы сказали, что Путин не будет присоединять вот эти оккупированные территории, значит, к России де-факто. Но представим себе, что вот в этой изменившейся в целом ситуации и в этом, ну, как бы, не имеющем разрешения конфликте с Западом для Путина, а теперь еще и для альянса Путин-Лукашенко, как бы, если Кремль собирается, там, сказать, разорвать и дипломатические треки вокруг этого нормандского урегулирования окончательно, то нельзя исключать того теперь, что ОРДЛО будет присоединено. И для этого все, в общем-то, создано, так сказать, паспорта эти розданы в огромном количестве. Вся инфраструктура, которая есть на этих территориях, она, в общем, уже, так сказать, скоммутирована с российским. И бюджет, как бы, и образовательные учреждения,
вся система как бы управления на этих территориях, она уже российская. И И поэтому, потом, в общем-то, ведь это ОРЛДО, оно как бы планировалось как троянский конь. да, а теперь, Но да, в данном случае Троя совершенно очевидно этого коня принимать не хочет. да, не будет, И да. что с этим конем делать? В общем, как бы вот он как бы не нужен как троянский конь, потому что он, в общем, не функционален, Конечно, по-моему. и да, и надо сказать, что, ну хорошо, там первые там 3-4, ну хорошо, 5 лет Путину удавалось, значит, как бы из-за нежелания идти на очень глубокий конфликт стран Евросоюза, ну как бы морочить голову там МИДам разных стран европейских, и АБСЕ, и, значит, и так далее. Но на данный момент уже это, и понятно, что они, так сказать, нехотя, но соглашались на бесперспективные переговоры, по формуле Штайнмайера, но теперь это все действительно пришло к полному концу. То есть уже ясно, что хорошо, с этой администрацией Кремль не хочет иметь дело, я имею в виду администрацию Зеленского, и говорит, что будет ждать следующей. Но ведь следующая администрация, она никак не будет очевидным образом, там сказать, не пойдет ни на какой компромисс с Кремлем, потому что в Украине сформировался сильный политический центр, так сказать, не эта партия выиграет выборы, так все равно там европейская солидарность или там Тем более, что в точности то же самое говорилось, когда перед уходом Порошенко. С да. этим мы не будем разговаривать. Да, конечно, но теперь уже все, то есть, и это, конечно, в этом есть элемент новизны, потому что никакой вариант интеграции на этих кремлевских условиях Донбасса, он уже невозможен даже как предмет дипломатических коммуникаций, вот с Францией и Германией, потому что уже МИДы этих стран и руководство этих стран, они как бы уже все как бы исчерпали бесконечные вот эти переговоры, которые ни к чему не ведут. И да, конечно, все заинтересованы, надо подчеркнуть, все заинтересованы в том, чтобы там какие-то шаги, записанные в этих Минских соглашениях, и все, что обсуждалось в нормандском формате, было реализовано. Хотя бы там разминирование, там дальнейшее там обустройство пропускных пунктов, там допуск международных организаций туда и так далее. Но, несмотря на эту заинтересованность, все, нет канала коммуникации. И сегодня уже видно хорошо, что его и не будет. Поэтому расчет Александр, полностью позади. а возвращаясь к теме войны, простой вопрос. Если война будет, и если она будет не такая, вот как вы сказали, что просто пришли, так сказать, разрушили инфраструктуру и ушли, а так по-серьезному, долго, ну, некоторое время, НАТО будет в ней участвовать. То есть сейчас мы знаем, вот, продали джавелины, турки поставили эти беспилотники, которые, судя по всему, тоже очень так вызвали большое раздражение в Кремле. Там деньги какие-то даются. Но, в общем, вот так, чтобы там натовские полки вошли в Украину, этого пока все-таки нет. И тем более пока мы ничего не знаем, вот, будет ли НАТО участвовать в войне. Потому что говорят, скажем, в Кремле, вот эта формула Путина, что как только появится хоть один натовский солдат там, это война, это красная линия и так далее. Нет, ну тут нет, конечно, сомнений, что НАТО, непосредственно НАТО воевать не будет, потому что никаких Почему? Потому что вы говорите. ну, потому что НАТО не может действовать в таком конфликте, в такой войне за пределами, так сказать, территории, за которую НАТО несет ответственность согласно своим договорам. Другое дело, что понимаете, в чем ситуация? Ведь Кремль и его пропаганда, они интерпретируют как бы что угодно. Это с точки зрения самих стран НАТО так выглядит, что НАТО там никуда не расширяется и больше того, ни в какой войне не участвует и не будет участвовать. А с точки зрения Путина, даже наличие, так сказать, военных инструкторов, да, или там людей, которые, или технических сотрудников НАТО, которые обслуживают какую-то украинскую технику или помогают украинцам, это все в Кремле будет интерпретироваться как вмешательство НАТО, прямое вмешательство. И в этом смысле слова Путин выйдет на прямую линию столкновения с НАТО, хочет он того или нет.
Вот тут такая непростая ситуация, точно так же, как для Путина, так сказать, какие-то корабли в Черном море, принадлежащие странам НАТО, они являются, значит, угрозой с его точки зрения. Это НАТО, хотя все понимают, что на Черном море натовские корабли, потому что на море страны НАТО находятся прямо непосредственно. Это их корабли, как бы, да, и они вполне страны Альянса и могут там в этом смысле слова развивать активность. Иначе говоря, нет, конечно, НАТО не будет воевать, но то, что НАТО очень четко заявило, что оно будет оказывать поддержку Украине, это несомненно так, в этот раз, в отличие от 2014 года. И судя по тому, что, ну, как сказать, как говорит Байден, да, его люди, как бы, как говорит Блинкен, здесь имеется такое твердое намерение участвовать, в отличие от 2014 года, то есть защищать Украину. А в какой форме это будет сделано, ну, это вот мы увидим дальше, потому что сейчас это, конечно, сказать трудно. И не дай бог, если это примет какой-то характер действительно военного столкновения. Да. Но вы этого не исключаете? Вот вы сейчас сказали, что потому что, ну, возможно, такую помощь не окажет НАТО, но Соединенные Штаты, как суверенная страна, ее могут оказать. Или Англия, или Германия. У них вообще-то своя армия есть, как бы. Нет, конечно, понятно, будет очень взвешиваться основательно, так сказать, вопрос о том, надо ли вступать в вооруженное столкновение с ядерной державой, какой является Россия. Это ключевой момент. Это первое. Второе, что все-таки прямое военное столкновение НАТО с Кремлем, оно ведь сразу превратит ситуацию из локальной как бы в общерегиональную, потому что, так сказать, есть страны Балтии, Польша и, собственно говоря, весь этот, в кавычках, интермариум, да, так сказать, от Балтийского до Черного моря, так он не существует, но он как раз возникает на наших глазах, как это неудивительно сейчас. То есть некоторая такая так сказать, концепция, да, включения разных стран Центральной Европы как бы от моря до моря в сдерживание вот этого кремлевской экспансии. Вот это вот затронет всех, поэтому я думаю, что нет, ничего такого ждать не следует, но надо сказать, что даже провокация, она будет иметь долгосрочные и катастрофические последствия. Почему? Потому что надо сказать, надо помнить все время о том, что насилие в этом регионе, оно, конечно, очень потом долгосрочные последствия имеет в памяти народов, попросту говоря. Уже и так-то отношения между русскими и украинцами испорчены дальше некуда. И неизвестно, когда это будет закончено. А здесь еще, как бы, если Беларусь в это втягивается, и уже Польша втянута, мы здесь можем получить такое обострение очень старых фобий, да, они очень сильные, они исторически эшелонированы, как бы. И те люди, которые... Я понимаю, что Кремль, вообще говоря, он, возможно, он все это знает тоже, и он как бы, не знаю, боится этого или, наоборот, хочет играть на этом. Мы видели, кстати, что в прошлом, вот в этой своей пропагандистской политике, Кремль очень активно играл, значит, в раздувание вот этих старых приграничных конфликтов в Центральной Европе, да, вот, так сказать, Украина и Венгрия, так сказать, Польша и Беларусь, страны Балтии, значит, там против тоже Белоруссии, России и так далее. Имеется в виду не политическое, а именно на уровне бытовом таком, как бы, да. Вот в эту сторону, если это все пойдет, это будет ужасно, ужасно просто. Понятно. Понятно. Спасибо, Александр. За тем, как все-таки события будут развиваться, действительно, наши зрители могут следить на YouTube-канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго. Спасибо вам.